спикеры заняли свои места. И сейчас я готовлюсь передать слово для начала нашей первой сессии модератору первой сессии, основателю и генеральному директору группы компании «Николай» Федякову Ивану. Иван Владимирович, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые дамы и господа, друзья, коллеги. Я рад вас, искренне рад приветствовать на нашем форуме, который посвящен развитию и перспективам рынка строительно-отделочных материалов и торговли в формате DIY. Я рад, что наш форум становится регулярным, он крайне востребован, это особенно ощущается в этом году. Действительно, наверное, впервые за долгое время, на протяжении последних нескольких недель, весь мир говорит о России. И мы, я думаю, что не должны стоять в стороне. Россия завоевала 33 медали на зимних Олимпийских играх и провела одни из самых красивых, зрелищных спортивных мероприятий в истории этого замечательного соревнования. Давайте поприветствуем успехи нашей страны и наших спортсменов. Спасибо. Все время забываю, как правильно говорить, на Олимпийских играх или в Олимпийских играх. Но ничего. Действительно, у нас сегодня очень непростые времена. На дворе изменения, глобальные изменения в экономике, в геополитике. Эти вопросы необходимо обсуждать, необходимо находить решения на те вызовы, которые каждый день перед нами будут возникать. И я также рад, что у нас уникальный состав спикеров первой сессии. Это все лидеры российского ритейла, и они смогут поделиться с вами своим видением ситуации. В свою очередь, у вас будет возможность впрямую задать им вопросы. Я желаю вам хорошей, активной работы сегодня. Ну а для приветственного слова я хочу пригласить Ральфа Рамида, генерального секретаря Европейской ассоциации DIY-производителей, который сделает небольшой доклад и включит нас уже в рабочую программу. Пожалуйста, Ральф. Good morning to everybody, and Ivan, thank you for the invitation to give me to speak here again, since I did it last year. Доброе утро всем, Иван, спасибо большое за приглашение, что снова пригласили меня выступить. What I'd like to do today is a small introduction of Figma and then some new figures about the European DIY market. So I'd like to go through. Сегодня я хотела бы рассказать о нашей ассоциации и о последних трендах на рынке DIY европейском. Извините, мне кажется, я стою, да, мешаю смотреть, да? Сместиться? Приглашайте. So, as I did last year, the National Association has members at Figma are fed from Spain, it's Vita from UK, it's Herstellerverband Haus & Garten from Germany, it's Febin from Belgium, it's new Made for DIY from Italy, a new association, and Unibal from France. В состав нашей ассоциации входят национальные ассоциации, IFEF, Beta, Herstellerverband Febin, Made DIY, это бельгийская, немецкая, итальянская ассоциации, в частности. And also we have a couple of joint members. It's Kita from Israel, it's Rapid from Sweden, it's Fit from Italy, and it's also Cascade from Russia. И также у нас есть еще несколько участников из Израиля, Швеции и России, Трикета, Rapid и Каскад. You know our fourfold mission, it's track consumer trends, improve market knowledge, encourage export and international relationship, and represent DIY and garden associations and companies. Наших основных миссий 4 штуки. Это прежде всего отслеживать последние тенденции среди потребителей,
улучшать осведомленность на рынке, стимулировать экспорт и международные отношения и представлять компании, которые работают в сегменте DIY, ассоциации и компании, которые работают в этом сегменте. So the advantages to be member at FEDIMA, and we are looking for new members also in Russia, are being part of European Federation of Suppliers within the DIY gardening sector. У участников нашей ассоциации, федерации, есть безусловные преимущества, и мы ждем вступления в нашу федерацию новых членов, в том числе из России. Преимущество заключается в том, что вы становитесь частью одной большой семьи лидирующих сетей в сегменте DIY. Encourage the expansion of your company's sectors, export and international relationship. Кроме того, у компаний-участников появляются дополнительные возможности в расширении своего бизнеса, экспорта и международных отношений. Improve your DIY and gardening market knowledge and track new consumer trends. Повышается осведомленность у участников, они первыми получают информацию о последних тенденциях на рынке, о тенденциях среди потребителей. To have access to exclusive studies. Кроме того, у участников есть доступ к уникальным, эксклюзивным исследованиям. Participate at European and global DIY events. У них есть возможность участия в международных и европейских мероприятиях, которые устраиваются среди специалистов в отрасли. Networking opportunities at European level and cooperation with EDRA, that's the European DIY Retail Association. И кроме того, у участников появляются возможности сотрудничества на европейском уровне и взаимодействия с Европейской ассоциацией продажников в сфере DIY. Exchange of views with CEOs and managers belonging to the sector. Участники имеют возможность постоянного обмена мнениями и опытом с руководителями сетей. And represent the interests of DIY gardening companies in Europe. Представляют интересы сетей DIY и магазин, которые занимаются продажей оборудования для сада в Европе. And establish a strong link with all DIY gardening stakeholders. И установление прочных взаимоотношений с участниками рынка. Now coming to some figures, exclusive report we are doing every year, that's the World DIY Report. Теперь хотелось бы перейти к цифрам. Это отчет, который мы составляем ежегодно, мировой отчет по сегменту DIY. So the actual figure we can show you, it's from out of 2012. Here you see, sorry. Здесь вы видите цифры за 2012 год. The total market is going to 400 billion euros, and 60% out of it it's making in US. Вы видите, что рынок сильно вырос, его общий объем составляет 200 миллиардов долларов и евро, извиняюсь, и большая часть рынка приходится на Соединенные Штаты Америки. And in total, Europe and North America are doing 93% of the worldwide market, with a population of only 23% out of the world. И несмотря на то, что в совокупности Европа и Америка по численности населения составляют всего лишь 23%, объем рынка, занимаемый этими странами в совокупности, составляет 93%. In Europe, the market is 133 billion euros, and the three major markets, Germany, France, and UK, are doing 60% of the total European market. Европейский объем рынка составляет 133 миллиарда евро, и лидирующие страны, занимающие 60% общего рынка, это Германия, Великобритания и Франция. A strong growing market during the last years are Russia, and actually in 2012 they are close to 7 billion euros in the DIY market. Самый быстрорастущий рынок — российский рынок, и за 2012 год прирост был до 7 миллиардов. Now I'd like to show you the five biggest markets all over the world. Теперь хочу показать вам 5 крупнейших рынков. Number 5 is Canada. На пятом месте Канада. And Home Depot and Rona, the top two,
are roughly representing nearly 50% of the total Canadian market. 50% канадского рынка занимают Home Depot и Ronor. Number 4 in the world is UK. Четвертое место занимает Великобритания. And here you see a high level of concentration. Only the number 1 is doing roughly 30% of the total market. It's B&Q. И здесь вы видите, что B&Q занимает лидирующие позиции, безоговорочно лидирующие, практически 30%. Number 3 in the market is France. In total it's 24 billion euro. And the top 2, Kingfisher with Castorama and Brico Dépôt, and Adeo, Groupe Adeo with Leroy Merlin and Bricoman doing more than 50% of the total market. На третьем месте Франция, и вы видите, что Kingfisher и Adeo занимают лидирующие позиции. And number 2 is Germany. Here you see that's a higher level of competition because in total the top 10 are making only 50% of the market. На втором месте Германия. В Германии мы видим очень большую конкуренцию. 50% делится между 10 компаниями. And here also for your information, the number 3 in the market, Praktika, last year is going bankrupt. Ну и так, чтобы вы знали, что номер 3 уже практически обанкротился. So we can imagine we have in Germany a lot of trouble during the last month. За последний месяц в Германии произошел ряд трудностей, проблем. And number 1 in the world, of course, is the US market. And also here the number 1, Home Depot, and number 2, Lowe's, are making more than 45% of the total market. На первом месте США, и на этом рынке Home Depot и Lowe's занимают 45% рынка. Now coming to some retailer, some countries where retailers are going cross-border in Europe. First to show British retailers. Теперь поговорим немножко о ритейлерах, о розничной торговле в Европе и о том, как разные сети представлены в европейских странах. Начнем с Великобритании. Here you see the number 1, Kingfisher, is operating with 4 different brands in Europe. It's B&Q, Castorama, Cocktash and Brico Dépôt. Мы видим, что Kingfisher представлен 4 брендами. Это Castorama, Brico Dépôt, B&Q и Kingfisher. And they are operating in only 7 different countries. Работают они только в 7 странах. Coming to French retailers, the number 1 is a Groupe Adeo. Французские ритейлеры первое место занимает группа Adeo. Also with 4 different chains, it's Leroy Merlin, Bricoman, Aki and Bricomart. Представлена 4 основными сетями: Bricomat, Leroy Merlin, Bricoman and Bricomart. И Bricomart. They are operating altogether in 24 countries. И они представлены в 22 странах. Now coming to German retailers, you see a lot of retailers are going cross-border. It's 13 different retailers going cross-border. Мы видим, что очень много немецких ритейлеров представлено в различных странах, в целом 13. They are operating in 29 different countries with more than 800 stores. Работают они в 29 странах, и общее количество магазинов превышает 800. They are generally operating only with one brand, one company, one brand. И обычно каждая компания работает под одним брендом. And the most international one is Bauhaus, operating in 18 different countries. Самое известное это Bauhaus, представлено в 18 странах. To give you an overview about the expenditure per capita in the DIY market, I will show you some figures. Разговаривая о тратах на душу населения в сегменте DIY, you see in US people are spending more than 700 euros a year for DIY activities. Вы видите, что в США, в частности, на душу населения в год приходится
приходятся траты в размере более 700 евро. And you see all the different countries. I don't will explain you all details. И вы видите также цифры по другим странам. The next you see here also a lot of European. Здесь также представлены европейские страны. And here you see also the level of Russia. It's an average about 50 euros a year. That is roughly 7% of the expenditure of the US people and 10% of the Germans. Ну и здесь мы видим, какое место занимает Россия. С этим показателем эти траты составляют всего лишь 7% от средних трат американцев или 10% от средних трат немцев. And here now you see the biggest international retailers. Number one is Home Depot, number two is Lowe's. These two together, it's more than 100 billion euros, and it's nearly 25% of the global market, only with two different companies. Здесь мы видим 30 лидирующих ритейлеров в сегменте DIY, Home Depot и Lowe's, с общим оборотом около 100 миллионов евро, занимают большую часть рынка, всего лишь с несколькими брендами. You see also, let's say, the number one in average turnover, that's Leroy Merlin in France, with an average turnover of more than 30 million euros a year per store. Мы также видим, что Leroy Merlin французский показывает очень хорошие результаты с оборотом на магазин, превышающим 30 миллионов евро. Compare it, for example, with Obi, it's only nearly 12 million euros per store per year. Сравнивая с Оби, у которых, например, оборот составляет 12 миллионов на магазин в год. You see also that the number 10, Praktiker Max Bar, in the global market are going bankrupt with 3.5 billion euros. So it's a lot of trouble, not only in Germany, also in some international markets. И ритейлер Практикер и Макс Бар практически находится в состоянии банкротства с общим оборотом 3,5 миллиона. У них трудности не только на немецком, но и на других рынках. On the next slide you see also some Baumarkt from Austria. Since last year they are also in trouble, in financial trouble, due to the fact that their expansion in Eastern Europe, Southeastern Europe are too quick. Но также австрийская сеть испытывает некоторые трудности, тоже переживает трудные времена, связанные с тем, что очень сильно развивается Юго-Восточная Европа. And now coming to the Russian markets, what I like to show you here, that the market is a little bit different. Number one is Leroy Merlin. И теперь переходим к разговору о российском рынке. Вы видите, что здесь совершенно другая картина. Первое место занимает Leroy Merlin. And you remember the total average international, it's 30 million euros per store. And if you look here, in Russia, it's 96 million euros per store. So 3 times bigger each store. И если мы говорили о том, что в Европе оборот на магазин составляет 30 миллионов евро, то здесь мы видим, цифры показывают, что оборот на магазин составляет в 3 раза больше. And also the number 2 with an average of 46 million euros are much stronger in Russia than in the rest of the world. Ну и также участник номер 2 в списке, мы видим, что занимает гораздо более сильные позиции с точки зрения оборота в России, чем в Европе. And you see also the figure, if you look at the sales per square meter a year for Leroy Merlin, 8,100 euros, and for Obi it's only 3,900 euros. Мы видим, что продажи на квадратный метр составляют у Leroy Merlin 8,5 тысяч, а у Obi всего лишь 3,5. So coming now to the international DIY consumer study, what we did the last years. Также на протяжении нескольких предыдущих лет мы проводили исследования среди потребителей товаров DIY. We're doing this study in 2012, and I showed you also this slide last year, but it's very important to have these figures here. That is over 60% of the flats in Russia are in
the area of some way somewhat outdated, could need renovation or definitely need renovation. Исследование мы проводили в 2012 году, этот слайд я показывала уже в прошлом году, но посчитала очень важно включить его и в свой сегодняшний доклад. Здесь опрос касается вопроса, в каком состоянии находится квартира. И мы видим, что ответы были следующие, что квартира новая, второй ответ – это новая, но может быть требует каких-то доделок, и большая часть ответов находится у нас в синем сегменте, где жилье требует существенного ремонта. DIY stores are clearly the most important shopping venue for home improvement, maintenance and gardening products. И магазины DIY, безусловно, являются основными поставщиками, основными магазинами, в которых можно приобрести товары для улучшения своих жизненных условий, для ремонтных работ, приобрести продукцию для ухода за садом. In the first line you see the numbers for DIY stores, and in total 2010 in the FEDIMA countries, let's say well-established market, DIY markets are 88% of customers like to purchase products in DIY stores, and in Russia it's only 55% in DIY stores. И здесь мы видим приверженность покупателей в разных странах магазинам DIY в первой строчке. Мы видим, что общий показатель это 88% потребителей.